На площадке кипит работа. Обновление в 2 этапа. Для начала подрядчик собирается заменить на пластиковые деревянные трибуны. В этом году они отпраздновали бы 15 лет и стали просто травмоопасны. Стадион также станет доступен людям с ограниченными возможностями, установят пандусы. А еще заменят освещение на энергоэффективное и поставят уличный розеточный шкаф, чтобы аппаратуру можно было подключать непосредственно на поле. Раньше приходилось протягивать кабели, что неудобно. Подрядчик будет соблюдать закон о тишине. Мы понимаем, что рядом жилые дома, но, так сказать, жителей Ежевы тоже хотелось бы, войти в ситуацию, потому что это работа для всего района, то есть в положенные по закону часы мы планируем работать без остановок. На втором этапе, к которому приступят в 2020 году, планируется заменить ограждение, систему дренажа под футбольным полем и посадить искусственную траву. Она требует меньшего ухода, нежели настоящее. Более современное покрытие приобретут и беговые дорожки. Асфальт в этом плане все-таки травмоопасен. Таким Мышинский стадион мы видим, наверное, в последний раз. Совсем скоро он изменится до неузнаваемости. Работы уже идут полным ходом. На месте старых зрительских трибун появятся новые и комфортные, а вместо того сена под ногами, из которого торчал мох, искусственное, современное, практичное покрытие. Уже выполнены подготовительные мероприятия, начаты земляные работы, вот-вот начнется погружение сваи. Заказчик хочет завершить обновление спортивного объекта вовремя, к 2021 году. И на это есть причина. Будет юбилей 100 лет Республики Коми. Вот к этому юбилею хотелось бы жителей Ежвы уже порадовать завершенным объектом. Стадион имеет большое значение для эжвинцев. Как-никак, единственный в районе и круглый год пользуется спросом. Он востребован жителями Ежвы, работниками нашего предприятия в постоянном режиме. Он в открытом доступе и в летнее время с раннего утра до позднего вечера он наполнен. Здесь люди просто приходят погулять, побегать, позаниматься на тренажерах. А в зимнее время здесь заливают каток. Учиться крутить тулупы и сальховы всегда можно было бесплатно. Поэтому объект никогда не пустует и сейчас. После его возрождения есть планы по проведению конкурсов профессионального мастерства и других массовых мероприятий. Да и кто знает, может, чемпионат мира по хоккею с мячом, что через 2 года пройдет в Сыктывкаре, придет и на эту площадку. Время покажет. Анна Зубарева, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Эжвинский район.